Множество разносторонних событий происходит в последнее время. Успехи нашей сборной радуют, а вот повышение цен на ЖКХ не очень. Что же скажут наши горожане по этому поводу? Я думаю, что надо сокращать у них там работников, а то даже озеленители есть, мы смотрели, в прошлый раз у нас проходило собрание чистого города в нашем дворе, и оказывается, у нас во дворе числится озеленитель и дворник. А мы в глаза не видели этого озеленителя. Откуда они взялись? Мертвые души, что ли? Еще Гоголь про них написал. Если вот взять наш дом, где я живу, у нас 120 квартир. Ну, даже если взять 10 семей не платят 10 квартир, да, то 110 же платят. Куда деньги деваются? Почему у них все время не хватает денег? А у вас дома стоят счетчики на воду, на газ? Счетчики стоят. У нас общедомовой счетчик на тепло стоит. В квартире, конечно, тоже стоят, да. А вы слышали когда-нибудь об индивидуальном отоплении? Ну, естественно. Но чтобы провести в квартиру индивидуальное отопление, да, это просто так невозможно. Это протокол общего собрания всех собственников жилья нужно, да, просто так вот я взяла и в квартиру провела, так не получится. Ладно, если будет именно по закону, как бы, ладно, 10%, а по факту получается, что уже и на 25, и на 30 даже порой. Конечно, это ни в какие рамки уже не входит, как бы. Пенсии-то у нас все равно минимальные. 8-9 тысяч. И плюс вот это все каждый год увеличивается и увеличивается. И получается в итоге, в общем-то... Ну, плюс еще повышение пенсионного возраста. Да, да. Но это нас как бы уже не касается тех, кто вышел. Вот сейчас будет кого касаться, да. Но тут это тоже будут медленно повышать, как говорят. Здесь есть место для дискуссии. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться. Но это, наверное, уже необходимость, как бы. Вот. А то, что вот пенсии маленькие, при этом... Вот это да, вот здесь даже мы согласны на повышение вот этого возраста, но чтобы и пенсии были достойные, да, нормальной жизни. Вот этот вопрос, мне кажется, даже лучше поднимать. Вот, например, бюджетники, вот мы, педагоги или врачи, у них всегда у нас по минималке, как бы, да, отсюда и пенсии маленькие. Поэтому вот хотелось бы, чтобы именно... И зарплаты были достойные, отсюда и пенсии достойные. А есть какие-то способы немножко сэкономить дома? Сэкономить? Ну, мы сейчас и так сэкономим, поскольку вот поставили счетчики. В общем-то, здесь у нас и так идет экономия. Мы стараемся экономить и электричество, и воду, в общем-то. Поэтому вот... Здесь уже, ну... Что от нас зависит? Да, потому что это уже в наших интересах, да. Поэтому... А здесь по-другому экономить, не знаю. А индивидуальное отопление? Индивидуальное? Вот у меня индивидуальное отопление. Да, здесь разница большая. Вот у нас, например, не индивидуальное, а обычное. Вот. И здесь, конечно... Здесь уже сам себе хозяин. Да, да. Здесь, конечно, разница большая, и существенная, и заметная, и ощутимая. У нас как делается? Повышается либо пенсия, либо зарплата на чуть-чуть, а продукты-то в магазинах сразу же все, вон как дорожают и продукты, и вещи. И поэтому мы догоняем, но никак мы не можем догнать вот это повышение. И вот эта разница, вот эти ножницы, они так и остаются, хоть повышают, а по сути-то остается на том же уровне, как бы, в общем-то, наш достаток. Я, например, поваром работала. Вот я после того, как вышла на пенсию в 55, еще 3 года работала. Вот вы представьте, мне еще надо было 4 года работать сейчас. У меня ноги болят уже. Я бы там сдохла, если по-русски сказать. Мы же целый день на ногах, 12 часов на ногах. Попробуйте 12 часов на ногах стоять. И до 63 лет. Конечно, вот как теперь нам экономить дома с коммунальной платой? Дома с коммунальной платой? Значит, поменьше есть и не одеваться. Вот и всего лишь. Пенсия остается такая же, мизерная. Я вышла вот 3 года тому назад, 4 года тому, 6 тысяч у меня была пенсия. Вот говорят, работают пенсионеры, значит, могут работать. Почему я работала? Потому что 6 тысяч не прожить. Они вот этого не понимают. 6 тысяч не прожить, поэтому работала. И все пенсионеры также работают, потому что маленькая пенсия. Но вы же смогли выжить, значит, можно и вам цену на коммуналку поднять. Да, я смогла выжить, да, но сейчас я хожу постоянно каждые полгода, трачу 3-4 тысячи на уколы. Главное, мужчинам на 5 лет повысили, а женщинам на 8 лет сразу. Но я поняла бы, года на 3 повысили. Но на 8 лет сразу женщине
Тем более она мать, она растит детей. Сколько там нервов. Это не мужчина все равно воспитывает детей. В основном женщина воспитывает детей. И я, например, с этим не согласна. Потом у нее появляются внуки. Счетчики воды, газ. Да, есть у меня поставлены. Счетчики, конечно, поставлены. Но, вы знаете, у нас, я не знаю, почему такая политика, что ли. Вот у меня счетчики стоят на все, как говорится, виды. Но каждый месяц нужно платить обязательно. А почему я должна каждый месяц платить, если я плачу по счетчику? Я могу через 2 месяца заплатить, через 3. Счетчики же остаются на месте. Вот у меня у мамы была индивидуальное отопление на Восточке. Вот я сравниваю, у нее жилплощадь одинаковая по размеру и моя. Я в 2 раза дороже плачу, чем вот у нее индивидуальное отопление. 2 раза дороже. Ну, это очень выгодно. Выгодно. Индивидуальное отопление выгодно, я не спорю. Я гость в вашем городе, а я сама живу в Питере и занимаюсь этим ЖКХ. В своем доме управляю, поэтому эти проблемы знаю. Мне, конечно, не нравится. А у вас есть какие-то меры экономии? Ну, какая мера экономии? Ну, мера экономии нам предлагает государство. Но оно, как вам сказать, вот взять те же самые АТП, которые отопление зависит от температуры. Знаете, да, такая система такая хорошая. Она дороговата, к сожалению. Вот моему дому пока ее не осилить. Она стоит 600 тысяч. Понимаете? Ну, говорят, что она якобы дает 10%. Или 15%. Но я сомневаюсь. 10, может, и даст, конечно. Может, это оно в чем-то и выгодно, но не совсем. Но я так, когда на данный момент. Хотелось бы, чтобы хотя бы 30% давала такая вещь. Ну, вот индивидуальное отопление довольно-таки экономно. Ну, у нас дом, к сожалению, не подлежит. Это у нас дом старый, нам 30 лет. Так что это новые дома, да, это очень хорошая тема, кстати, действительно. Вот эта система надо вводить сразу в новых домах. Все, что у нас сейчас нету сразу. А в старых вот так мы будем, да. Экономить тяжело. Ну, все, как вам сказать, все надо это устанавливать, деньги вкладывать. Вот. Стараемся, как-то выживаем. Хотелось бы, конечно. Вот. Но от нас мало что зависит. Горячая вода, отопление, конечно, дорого платим. ЖКХ, что нам вот сделает? Западный район у нас вообще ничего не делает в нашем доме. А деньги платим. То есть никакого капитального ремонта, ни трубы? Нет, капитальный ремонт, нет, ни трубы, ничего нет, не делают. Так что такие зря деньги платим и все. А сколько вы платите на капремонт? Ой, капремонт я очень дорого плачу. У нас и счетчик в нашем доме поставили. Но все равно же толка никакой нету. Платим очень дорого. Очень дорого. Конечно. Нам что, пенсионерам тем более. Каждый год все повышается. Каждый год растет. Куда, а сколько можно? А когда будет потолок? У нас в стране нет границ. Ну, так можно дойти до чего. Плохо это очень. Повышение цен на ЖКХ, повышение пенсионного возраста, повышение цен на продукты. Уже хочется сказать: Господи, мы хотим жить, а не выживать. Что вообще происходит? И что нам ждать в будущем? Где конец и где эта грань, когда мы уже сможем жить, а не выживать? Ответ на этот вопрос я не знаю. Но, может быть, вы сможете на него ответить?